Дорогие друзья, добрый день. Это Национальное радио, волна 88,8 FM, в студии Милана Манкиева. И у меня в гостях Батыр Тачиев, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. Батыр, здравствуйте. Рада вас вновь приветствовать в нашей студии. Салам алейкум, здравствуйте. Ну и, наверное, наши радиослушатели догадались, что раз уж вы в начале года выступаете у нас на радио, что мы будем подводить сегодня итоги работы ФАС по Республике Ингушетия за 2020 год. Давайте с этого и начнем. Но до того, как вы начнете говорить о том, сколько и кого вы оштрафовали в прошлом году, я напомню нашим радиослушателям, что работаем мы в прямом эфире. 55 40 50 номер для звонков, 962 637 0106, номер, на который вы можете писать сообщения, задавать вопросы нашему гостю. Пишите, звоните, будем рады все вопросы озвучу. Вам слово. У нас, в принципе, прошлый год, он отличался от всех остальных годов, и не только пандемией, но и тем, что мы в прошлом году впервые подписали соглашение с правительством о реализации соглашения между ФАС России и Республики Ингушетия, который был заключен позапрошлом уже году, в конце года. Поэтому в прошлом году у нас уже была дорожная карта, в соответствии с которой мы поэтапно работали и продвигались в этом направлении. То есть наша задача в прошлом году сводилась не только к тому, чтобы выявлять нарушения, но и к тому, чтобы вкладываться в развитие экономики так, как мы это можем сделать. То есть в тех случаях, когда нас привлекают, нас приглашают, с нами советуются, вот в этом случае мы, естественно, подключались и все это делали. И в целях реализации этого соглашения мы более 8 предложений направили в правительство республики, как улучшить деятельность органов власти республики. Вот. Некоторым советам прислушались, к некоторым еще нет, но мы их в этом году еще доведем до логического конца. Я думаю, что мы по поводу соглашения, вы же встречались с главой республики Махмудом Калиматовым, обсуждали итоги реализации этого соглашения на территории нашей республики. Мы об этом чуть поподробнее расскажем уже. Но когда я готовилась к эфиру, я читала ваш сайт, новости, кого и насколько вы оштрафовали. На самом деле, мне кажется, что в этом топе одни и те же лица мелькают, одни и те же министерства, ведомства, которые вот стабильно нарушают антимонопольное законодательство. То есть тут уже вопрос, люди действительно не понимают, что они совершают одну и ту же ошибку, наступают на одни и те же грабли, либо это происходит совершенно осознанно. Надеются на авось, что вы не заметите. Да, возможно и такое, но тут необходимо подчеркнуть, что у нас меняются министры, меняются главы городов, районов, поэтому, приходя на должность новый человек, все это не знает и начинает те же нарушения. И нам требуется где-то полгода-год, чтобы научить этого нового чиновника тому, что все-таки есть антимонопольные потом правила и нормы. Новый, да? Потом приходит еще новый, да, и без работы никто не остается. Вот. А так, у нас, если так подчеркнуть, да, наверное, забегая вперед, и кто больше нарушал и так далее, то топ, получается, из первых рядов у нас Министерство образования в прошлом году выпало. То есть Министерство образования лучше стало работать, больше прислушиваться. Вот, у них не меньше нарушений, чем было позапрошлом году, допустим. А Минстрой, Министерство здравоохранения стабильно свои позиции удерживают. Но тут необходимо еще подчеркнуть, почему, если Минстрой в лидерах у нас находится, это национальные проекты, то, что реализуется в республике, подавляющее большинство всех нацпроектов реализуется Минстроем. Поэтому и отдельно и такой фокус внимания идет на это министерство. Поэтому у них больше нарушений. Это в сфере госзакупок? Да, это вот строительство наших соцобъектов, садики, школы, больницы. Ну, понятное дело, может быть, соблазн велик договориться, чтобы именно ты выиграл. Но я так понимаю, что там такие две основные категории ошибок можно выявить. Либо человек, который пытается выиграть аукцион, он преувеличивает свои достоинства, либо вступает в сговор с министерством или ведомством, тем самым вот приближая свою цель. Да, сговоры, безусловно, не выявляются. В прошлом году была поставлена точка у нас в 2 делах по 2 сговорам, которые мы выявляли в отношении Минфина, Минстроя. Верховный суд России согласился с нашей позицией, оставил решение предписания в силе. По этим делам были наложены штрафы более 20 миллионов рублей. И кроме этого, Милан, еще подчеркнуть тот момент, что мы
Наше управление даже вышло давно за пределы республики. Мы выявляем сговоры общероссийского масштаба. Вот буквально недавно у нас Ахмед Аушев, сотрудник, ездил в Липецк. Мы там выявили признаки сговора картеля, которую еще никто не выявлял в нашей стране. То есть наши специалисты выявляют такие объемы, массивы. А чем они там занимаются в Липецке? Это завод, производитель расходника, медицинского расходника, это шприцы и так далее. Это миллиарды, десятки миллиардов рублей обороты. Это, используя нацрежим, зарабатывали деньги, и используя это еще нацрежим, получается, по признакам, пока мы говорим только о признаках, обманывали население, забирали с бюджета повышенные суммы денег и так далее. Это дело как мы не стыдно, конечно, но я понимаю, что мошенников пристыдить в принципе невозможно, потому что их чувство совести атрофировалось давно и навсегда, но и тем не менее, вот диву даешься. В 2020 году, я думаю, каждый человек не раз задумался о состоянии своего здоровья, насколько у него крепкий иммунитет, и люди стали более щепетильно к этим моментам относиться, но учитывая, ситуацию в стране и в мире, в нашей республике, и пользоваться этими моментами, чтобы заработать. Сейчас элементарно тот же градусник, который там копейки раньше стоит там 300-400 рублей. Думаю, что вот эта вещь, которая стоила там 50 рублей, стоит 400 или там 300. Не знаю, кто-то пытается на этом заработать, но честные ли это деньги? Понятное дело, что нечестные, но, по всей видимости, им на это абсолютно все равно. Милан, может, разъясню тогда один момент нашим слушателям. Если повышается цена на какой-то продукт, обязательно говорят, куда смотрит вас. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что у нас рыночная экономика. Государство не регулирует цены. Нет, я понимаю, что это не ваши компетенции, конечно, некоторые моменты, но... Вот за 300 рублей за градусники хорошо бы нам свое производство создать и продавать эти же градусники за 250, составить конкуренцию, но, к сожалению, в нашей республике крайне мало сосредоточено производство. К сожалению, да. А может быть и к счастью. Если бы было много заводов, то и экология от этого пострадала бы. Поэтому заводы мы нет, конечно, дышим чистым воздухом. По поводу цели задач, которые ставит ФАС перед собой, как я понимаю, одна из основных задач – это сделать конкуренцию, в том числе в нашей республике, более прозрачной. Вот как вы с этой целью справляетесь? У нас есть национальный план развития конкуренции, в соответствии с которым и в Республике Ингушетия разработан свой план, согласно которому в каждом направлении, где конкурентный рынок существует, необходимо создать минимум 3 частных хозяйствующих субъекта. К этому плану мы идем очень медленно, к сожалению, очень медленно, всему виною, кроме всего прочего, административная работа и так далее, и отсутствие денег в бюджете на реализацию всего этого. То есть банально, даже если планом предусмотрена поддержка какого-то сектора экономики, у нас просто нет денег, чтобы им помочь, то есть выдать субсидии, гранты и так далее. Поэтому в этом национальный план развития конкуренции в нашей республике он ползет, можно сказать, к сожалению. То есть дело не в том, что люди активно нарушают и пытаются обойти, найти какие-то лазейки в законе. Что нет больше всего нарушений, Милан. Мы около 80% нарушений, которые выявляем в отношении органов власти. Поэтому мы именно, когда власть нарушает баланс конкуренции, их останавливаем и не даем им это делать. А с другой стороны, добросовестному бизнесу пытаемся активно помогать в этом. То есть и разработкой планов, нацпланов и так далее, разных программ. Кроме всего прочего, тем, что мы им постоянно проводим семинары, совещания, разъясняем их права и так далее, что они могут к нам обратиться в любое время, что мы поможем. Есть у нас статистика, помощь и так далее. У нас абсолютно отсутствуют негативные отзывы тех людей, которые к нам обращались. Так-то можно, наверное, найти негативные отзывы в сети, это потом, если спросишь, чем занимается ФАС, он даже не знает, кто это такие. Просто сидя на диване, человеку скучно, пишет негативные гадость, отзывы. на душе радость, как говорится. Кому-то это помогает справиться со своими проблемами, отвлечься. Если, конечно, говорить о коррупции, вопрос серьезный, но, как говорится, любят об этом говорить, но бороться с этим не любят. Я немножко перефразирую цитату Ноама Хомского: если ты хочешь бороться с коррупцией, перестань в ней участвовать. В первую очередь, просто говорят, надо бороться, надо, начни с себя. Кто-то же должен начинать. И мне
меня всегда интересовал вопрос, когда вопрос, конечно, касается каких-то контролирующих органов. Вы ведь вставляете, получается, палки в колеса каким-то чиновникам, которые, пользуясь своим служебным положением, пытаются вот какую-то выгоду для себя извлечь из этого дела. Может быть, они там как-то угрожают вам или пытаются там договориться, вот давай ты закроешь глаза на это дело, и мы с тобой поделимся и так далее. Я, конечно, понимаю, что это такая неприятная тема для обсуждения, но и тем не менее, мне кажется, наши радиослушатели, так же, как и я, задавались таким вопросом. Угрозы, они, естественно, бывают. Мы, как наш народ, без угроз. Мы просто даже в магазин за продуктами можем пойти и там пару угроз оставить. Так, напрямую. Ну, в принципе, Милан, на нашей службе, думаю, всем уже известно. Я в республике уже возглавляю эту службу. Уже 5 лет прошло. Я, честно говоря, оглянулся и сам удивился, что 5 лет такая, слушай, работаю. Вот, так, чтобы что-то предлагалось, нет. Потому что на корню пресекается. Если что-то предлагается, то необходимо об этом в соответствии с законодательством противодействия коррупции немедленно заявить об этом. Если мы не заявляем об этом, то это также уголовная статья в отношении того лица, который не заявил о попытке подкупа и так далее. Ну да, конечно, у нас звонок. Давайте примем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, Ердик Хаушин. Да. Уже дядя Хаушин. Угу. Мы хотели бы задать вопрос. Да, конечно, пожалуйста, задавайте, мы вас слушаем. Ага, вот в соцсетях, в своих интервью, вот ваш гость очень любит говорить о своей команде. Моя команда, мы команда, в моей команде. Что есть такого в вашей команде, чего нет у других? Спасибо большое. Ну, спасибо вам за то, что позвонили. Благодарю. Приходя к нам на работу, хотя у нас зарплата, в принципе, такая же, как и везде, люди не хотят уходить. У нас практически отсутствует текучка. Допустим, за последние 2-3 года у нас никто не уволился. Поэтому также мы пытаемся постоянно командообразованием заниматься. Мы постоянно приглашаем разных спикеров. Это высококлассные наши специалисты, которые работают за пределами республики и так далее. Мы их приглашаем к себе, они нам дают разные тренинги, проводят с нами. Вот, такое занятие с нами проводят. Так, мы очень много внимания вкладываем в это, и много времени этому уделяется. Именно командообразование. Знаете, мне кажется, что такие крепкие коллективы, они редкость, потому что как-то принято ненавидеть свою работу и своих коллег, натянуто там улыбаться, главное, что про тебя там ничего не подумали, что ты не выяснили твои истинные мысли. Это здорово, когда человек идет на работу, и он рад видеть этих людей каждый день с понедельника по пятницу. Редко такое бывает. Кстати, у нас тоже такой же коллектив сплоченный, и нам приятно видеть каждый день одних и тех же людей, разговаривать с ними, ходить на обед и так далее. Нет какой-то ненависти, нет напряженной негативной атмосферы. Поэтому люди, работают и раскрывается потенциал, мне кажется, в такой атмосфере в полной мере. Поэтому, наверное, и не уходят с работы. Потому что зарплаты-то плюс-минус везде одинаковые. Да. Мы подбираем людей так, чтобы именно в коллектив влился, так, чтобы не было острых углов. Также и быт пытаемся на работе устраивать. Это комната отдыха и так далее, чтобы все было комфортно каждому сотруднику. Мне кажется, это в том числе и заслуга руководителя. Вот вы, значит, организовали таким образом это, поэтому людям комфортно работать, комфортно трудиться в таких условиях. Перейдем, конечно, к подведению итогов. Вы уже мельком затронули тему, что вы встречались с главой Ингушетии Махмудом Калиматовым, обсуждали итоги реализации соглашения о взаимодействии ФАС и республики нашей. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Каковы итоги? Какую работу вы проделали в прошлом году? В прошлом году этот вопрос, он обширен, можно его разбить на несколько частей. Допустим, наши показатели именно по возбужденным делам, рассмотренным и так далее, штрафам наложенным, и работу, которую мы проводили совместно с главой и с председателем правительства республики. Вот. От главы и председателя правительства, честно говоря, у нас полная поддержка и понимание тому, что мы говорим, и с полуслова нас понимают в этом вопросе, и все инициативы и так далее наши принимаются и решаются.
Если брать нарушения, то в прошлом году и по количеству, и по сумме административных штрафов, допустим, было меньше, чем позапрошлом году. Кроме всего прочего, тут, конечно, повлияла и пандемия, и все, что и работа, которую нашла. Так, в прошлом году всего было вынесено 455 административных дел, было возбуждено и на сумму 38 миллионов рублей. По сравнению с 2019 годом сильно сократилось количество дел. Я понимаю, что, наверное, нарушители остались не у дел, потому что некоторые отрасли, сферы были несколько приторможено, все было из-за коронавируса, опять же, да, не получалось работать так, как хотелось. Наверное, с этим связано сокращение количества нарушений. Меньше делаешь, меньше нарушаешь. Да, есть, кстати, у нас есть такие люди, которые считают, что если ничего не будут делать, то нарушение будет одно, а если будут что-то делать, то нарушение может быть там на каждом шагу, и предпочитают ничего не делать. Нет, у нас, если брать 2019 год, то в 2019 году у нас таких процедурных нарушений было достаточно много. То есть те нарушения, которые там, если брать госзаказ, это там 3000 рублей и так далее. А в прошлом году это все перешло в отрицательно-качественные, потому что вот можно привести несколько примеров. К сожалению, вот, допустим, сейчас у нас есть дело возбуждено, мы рассматриваем в отношении Минздрава и одного из хозсубъектов. С хозсубъектом в период пандемии был заключен госконтракт еще в апреле этого прошлого года. Аппараты, медицинские аппараты были поставлены только там в сентябре, в октябре. Один из аппаратов до сих пор не поставлен. То есть в это время у Минздрава была возможность по прямому контракту, без проведения торгов, закон это разрешал, купить срочно, потому что пандемия только разрасталась, все это шло у нас, купить срочно, там и это и КТ-аппараты, и ИВЛ-аппараты были и так далее, купить срочно все, что нужно. Но вместо этого, к сожалению, министерство решило заключить такой долгосрочный контракт и купить то, что нужно было там в апреле, в мае, только в сентябре, в октябре там, и в ноябре поставка только была осуществлена. И, кроме всего прочего, отсутствовали штрафные санкции в отношении этого хозсубъекта. То есть максимальные условия, комфортные условия для поставщика, к сожалению, министерством были созданы. Вот, по этим признакам сейчас возбудили, рассматриваем дело в отношении. Кроме них еще возбуждено дело по признакам сговора, это сговор. И в отношении РКБ там та же самая ситуация. Непонятно, как заключались контракты и почему поставка не была осуществлена в тот период, когда это нам нужно было. Вот, мы вот сфокусировали, получается, свое внимание именно на таких системных проблемах и ошибках. И в прошлом году этот фокус внимания был именно в отношении нацпроектов и тех денег, которые реализовывались по национальному, получается, по тем деньгам, которые в период пандемии можно было использовать без проведения процедуры торгов. Ну да, мне кажется, подозрительно. Даже человеку, который в этой сфере не работает, не знает всю эту кухню, как-то подозрительно, почему другого поставщика уже давным-давно наказали бы, расторгли бы с ним какие-либо отношения. Все-таки здравоохранение, сами понимаете, да, такая самая, мне кажется, главная отрасль в такие непростые времена. Людям нужны лекарства, нужны аппараты, препараты, чтобы быстро вылечиться, встать на ноги, а тут вот такие поблажки им делают. Друзья, мы продолжаем. Напомню, что в гостях у нас сегодня Батыр Тачиев, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. Эфир у нас прямой, 55 40 50, телефон, по которому вы можете нам позвонить и пообщаться с нашим гостем, 962-637-0106, номер, на который вы можете писать свои сообщения. Еще один вопрос у меня, ведь многих чиновников ругают за то, что им главное оштрафовать. Я так понимаю, что вам главное не оштрафовать, а научить людей работать правильно, да, сделать ту самую конкуренцию, о которой мы говорили, более прозрачной. Я знаю, что вы проводите различные совещания, там, лекции, рассказываете об итогах своей работы там, за 2020 год, за различные кварталы года. Насколько популярны эти лекции? Кто на них приходит? И пользуются ли люди той информацией, которую вы сообщаете? Я знаю, что там приходят, конечно, представители СМИ, задают свои вопросы, но это работа. А так, чтобы вот знания накопить. Кроме того, что мы госслужащие, я и мой коллектив имею в виду, мы в первую очередь жители этой республики. И если будет меньше нарушений со стороны властных органов,
то, соответственно, это означает, что у нас лучшая ситуация в республике. Поэтому с этой даже позиции мы заинтересованы в том, чтобы нарушений было как можно меньше и как можно больше был какой-то там продуктивный результат деятельности органов власти. Поэтому, и кроме этого, у нас еще есть KPI, наш территориальный орган ФАС России, в соответствии с которыми не количество возбужденных дел и наложенных штрафов считается, а качество. Поэтому это абсолютно у нас, я думаю, что в нашем ведомстве ФАС России есть одна из лучших систем оценок деятельности территориальных органов и центрального аппарата. Нас не гонят за тем, чтобы, вот, как я сказал, там количество нагнетать, то есть у нас отсутствует палочная система. Качество это лучше. Лучше возбудить одно дело, нет, да, которое такое было сложное, которое влияло на экономику там в глобальном масштабе, которое очень сильно давило на все это, вот, чем там 50 дел каких-то там на муниципальное образование, на сельское поселение, еще на что-нибудь. Поэтому у нас ценится то, насколько ты смог предотвратить какое-то нарушение, системообразующее, именно чтобы не давило, не давляло над экономикой. Угу. А по поводу второй части вопроса? Можно повторить? Про упустил, лекции. Увлекся. Ну, я не знаю, можно лекции, ли это назвать конечно. лекцией, Да. семинаром, скажем, открытые публичные обсуждения итогов, подведения итогов вашей работы? Мы взяли на себя эту нагрузку. Изначально это, конечно, в рамках реформы органов госвласти необходимо было проводить 4 публичных обсуждения там, в год, каждый квартал по одному и так далее. Но мы, это уже сократилось, как бы можно и в онлайне, но мы и кроме этого на себя постоянно брали такую ответственность, мы постоянно проводим семинары, совещания. На День российского предпринимателя, это конец мая, мы всегда проводим большой форум экономический. У нас ни разу было, чтобы на этих форумах решались проблемы бизнеса. То есть они об этом заявляли, тут же там сотрудники органов власти, которые присутствовали, там, они подхватывали, то есть обещали это решить. Если нет, то был состав в этом нарушения законодательства, мы возбуждали дела, выдавали предупреждения органам власти. То есть этот момент, то есть он сразу вот как решался оперативно. Также мы всегда проводим там и семинары, и у себя в управлении к себе приглашаем. То есть это все публично, открыто, и, допустим, те же публичные обсуждения, это прямая онлайн-трансляция в Ютубе ведется, то есть там что-то замылить, убрать какой-то неудобный вопрос, там, такого нет абсолютно. Но в принципе у нас нет ни одного неудобного вопроса, мы готовы ответить на любой вопрос, который нас касается, и даже по тем делам, так скажу, которые у нас срок давности, там 4-5 лет назад все это было. Каждое дело помним, можем прокомментировать его. Мне кажется, как раз после этих слушаний и вебинаров неудобно становится тем людям, о которых вы рассказываете, да, какие-то субъекты, министерства, ведомства, которые нарушают. Вот им действительно неудобно, потому что они работать пытаются нужно не честно. переходить на них. Есть у нас активные муниципальное образование и министерства, которые переходят постоянно, хотят учиться и исправляться. Вот, а есть те, которые не хотят, им это неинтересно, и которые продолжают нарушать. Вот, эти субъекты получают, естественно, штрафы и так далее, все воздействие, которое можем оказать в максимальной мере. То есть по-другому не получится, кроме так. Касаемо закона о рекламе, мы каждый раз его упоминаем, конечно, но и в 2020 году управлением было возбуждено, если не ошибаюсь, 8 дел по признакам нарушения законодательства, того же закона о рекламе. Вот расскажите, пожалуйста, об этих делах. В каких сферах нарушений было больше? Ну, это традиционно, это СМС-спам. У нас рынок рекламных услуг в республике, к сожалению, очень слабо развит. Только-только у нас снова баннеры начинают уже заполняться. Значит, что последние 2-3 года очень много было пустых баннеров, либо там была просто социальная реклама. А вот только сейчас они начинают заполняться. И то это, наверное, период 2012 года, даже наверное, раньше. Поэтому у нас нарушений практически нет в республике. То есть у нас, если в целом по стране большая часть это нарушение там, оказания финансовых услуг и так далее, то у нас 2 банка, которые там не конкурируют, можно сказать, практически друг с другом. Вот, и рекламы от них крайне мало можно заметить на просторах нашей республики. Поэтому рынок финансовых услуг нет, а вот рынок у нас очень частое нарушение ранее в периодах было оказание услуг медицинского характера. Там уже, в принципе, уже дела и возбуждены были, предупреждения, все было выдано, поэтому там нарушения уже там
отсутствует нарушение. Мгм. А вот здесь. А вот Интересное дело у нас было по лирике в прошлом году. Вот, реклама лирики у нас была. так ее еще рекламировать Это нужно? вообще удивительно. Кто-то да. есть, кто о ней не знает? Да, это вот в WhatsApp рассылка была, и еще у них страница была в сети, в Телеграме, нет, Инстаграме страница была. То есть приглашали на работу, зарплата была обещана и так далее. Мы там вышли с ними на связь, зафиксировали нарушения. Со своей стороны там произвели то, что мы смогли сделать, сделали, передали это все потом Росздравнадзор, они уже в Роскомнадзор, страница была заблокирована, но проблема в том, что эти страницы там за секунду можно создать, любой там номер телефона, то он там берется. То есть все это для них, это небольшие расходы для тех людей, которые этим занимаются противоправным действием. Вот небольшие расходы, и они на это идут. То есть быть пойманным для них страх гораздо меньше, чем тот страх, который там, то есть чем мотивация заработать, бизнеса, короче, да, больше денег. А я вас как раз хотела спросить про выявленные нарушения при рекламе лекарственных препаратов, а тут такое. Но лекарственным препаратом это, конечно, не назовешь, потому что... Он как раз лирика лекарственных препаратов. Нет, я понимаю, но сейчас оно совсем в других целях используется. Это лекарство, если его можно так назвать. Да. Но и то, что люди рекламируют это, стыд и позор. Я не знаю, кто этим занимается. Насколько мне известно, и духовенство уже к этому вопросу подключилось, и наркоторговцев уже будут отлучать от общины, и никаких дел с ними иметь не будут. Давно уже пора было это сделать, конечно. Безусловно. Но из принципа, с причинами возникновения этой ситуации нам надо бороться. То есть это, опять же, это возможно, это от отсутствия рабочих мест. Но с другой стороны можно парировать, что тех, кого мы ловим в последнее время, это сотрудники правоохранительных органов и так далее, то есть фигурируют там закладчики, продавцы там крупные и так далее, то есть и чиновники и так далее, то есть люди, которые заняты работой. Но это все необходимо. Я думаю, в принципе, и анализ был, наверное, со стороны наших институтов, которые задействованы в этом, вот, причинах, которые этому способствуют. Необходимо, конечно, с причинами тоже бороться. Мне кажется, основная причина – это даже не безделье, а невежество. Вот, к примеру, если меня сократят на этой работе, я же не пойду наркоманить. Но я не пойду, потому что я знаю, что это плохо. А люди, которые не знают, к чему это все может привести, могут и прислушаться к доводам того же наркодилера и сказать, почему бы нет, один раз, может быть, у меня не возникнет никакой физической зависимости от этого препарата. Но я имею в виду, что читать нужно, разбираться нужно, что это такое. Элементарно, мне кажется, родители должны своим детям показывать последствия употребления наркотиков, потому что эти фотографии, картинки и видеоролики, они, не знаю, как ребенка, мне страшно становится, когда я это смотрю, и вот на километр не подойду к этой дряни. А вот люди, которые не знают, и кажется, ой, там я справлюсь, я вот весь такой сильный, у меня сила воли есть, меня он не поработит. Поработится, потому что все мы люди, все мы из крови и плоти, поэтому все мы, в принципе, более или менее одинаковые. Кто-то сильнее, кто-то послабее. Но наркотик, как правило, бывает сильнее. Мы немножко от темы, конечно, отошли. Еще один момент по поводу изменений в антимонопольном законодательстве. Есть ли какие-либо изменения, вот, вступившие в силу в 2021 году, о которых люди должны знать? Заинтересованные, конечно. Да, в соответствии с тем же НАС-планом о развитии конкуренции, который утвержден указом президента Российской Федерации в конце 2017 года, нам необходимо было освободить рынки от присутствия государства, максимально освободить, то есть чтобы туда заходили частники. Вот. И в целях этой реализации этого НАС-плана в прошлом году были изменения в 135-м федеральном законе о защите конкуренции, в соответствии с которыми необходимо было ГУП и МУП ликвидировать до 2025 года, унитарные предприятия все, которые работают на конкурентном рынке, кроме тех, которые там есть исключения, допустим, это касаемо национальной безопасности и так далее, там территории Крайнего Севера, все необходимо было их ликвидировать. А вновь создавать нельзя было, если они создаются, то необходимо было направлять эту информацию в местный территориальный антимонопольный орган, чтобы они дали свое заключение, можно создавать или нельзя. В прошлом году к нам никто, естественно, не обращался, можно ли создавать унитарное предприятие, но мы сами увидели, что все-таки одно из муниципальных образований создало у себя унитарное предприятие, которое работает на конкурентном рынке.
есть и мы им дали предупреждение о том, чтобы они его ликвидировали в короткие сроки. Предупреждение было исполнено, и это унитарное предприятие было ликвидировано. Просто для наших слушателей разъяснить, почему унитарное предприятие МУП-ГУП является злом. Можно коротко привести пример. Допустим, если мы, можно проще, наверное, наглядный пример будет. Давайте возьмем сферу ЖКХ. Если сам предприниматель должен купить машину по уборке территории, подметанию улиц, по очистке асфальта, уборке снега и так далее, должен гараж, соответственно, купить для всего этого или арендовать, нанять персонал, который будет это все обслуживать. И после этого все эти расходы вкладываются в единицу услуги, которую он оказывает, то унитарное предприятие, им все покупает это государство за бюджетные деньги. То есть, если вы частник, и вы можете за свою услугу, с учетом тех расходов, которые у вас есть, плюс прибыль, 100 рублей за единицу услуги поставить, то унитарное предприятие может и 10 рублей поставить. В минусе здесь будет государство, которое будет терять из-за этого. Казалось бы, хорошо для потребителя, он платит 10 рублей, а не 100 рублей. Это хорошо для потребителя в краткосрочном периоде, сегодня-завтра. Это унитарное предприятие убьет весь частный сектор, естественно, частный сектор уйдет, ему нерентабельно за 10 рублей оказывать услуги. Тогда уже унитарное предприятие поднимет цену и перестанет качественно оказывать услуги. Он будет говорить, а куда вы денетесь? То есть никуда не денетесь, все равно ко мне придете. У вас выбора нет. Поэтому отсутствие выбора – это ухудшение качества и товара, и цена возрастает и так далее, и так далее. Это очень плохо. А когда есть конкуренция, два и более хозсубъекта между собой, когда они конкурируют, то здесь они борются за каждого потребителя. Соответственно, они постоянно должны думать над развитием своего продукта, чтобы сделать его лучше и лучше. Допустим, те же телефоны можно сегодня посмотреть. В конкуренции рождаются лучшие телефоны, уже экраны гибкие и так далее. Если бы у нас был бы один производитель в мире телефонов, я вас уверяю, до сих пор кнопочные телефоны у нас были бы в руках, и никакого прогресса в этом не было бы. То же самое пытаемся у нас. Мысль ясна, да, действительно, это так. Люди, которые забивают на это, как правило, их бизнес идет на убыль, и в итоге они закрываются. Как правило, ты можешь наблюдать, что не клиентоориентированный, например, тот же магазин продуктов, через некоторое время, в принципе, там никого и нет. Продукты не очень свежие, цены высокие и так далее. Потому что есть конкуренция. Люди уходят туда, где им выгодно. Это, в принципе, всегда так было и всегда так будет. И напоследок мне хотелось бы поинтересоваться планами Федеральной антимонопольной службы на 2021 год. Какие приоритеты вы расставите или, может быть, уже расставили в 2021 году вы и ваши команды? Кстати, когда нам поступил звонок от нашего слушателя, она интересовалась командой, с кем вы работаете. Может быть, вы хотели бы сотрудников отдельных выделить. Я понимаю, что кому-то, кого вы не назвали, будет обидно, но мне кажется, что можно таким образом и поощрить кого-то. Нет, там даже выделять некого, это команда бездельников, можно сказать. Я сам работаю вместо них. Я, конечно, я шучу. Моя роль и мое участие в работе и в тех показателях, которые у нас есть, она минимальная. Все это делается именно этой командой. Отдача у ребят более 100% по каждому своему направлению. Каждый из них, по моему глубокому убеждению, является лучшим в своем направлении, о чем они доказывают. Допустим, та же Мадина Базиева, что стала лучшим пресс-секретарем территориальных органов ФАС России в прошлом году. Это ни много ни мало, все-таки 83 органа. Это те субъекты, где очень много представлено СМИ, это медиапространство гигантское. У нас оно такое маленькое очень. Мадина замечательный человек, я уверена, что она и прекрасный работник. Да, ничего плохого сказать не могу, только хорошее. Да, и каждый, в принципе, сотрудник, каждый по своему направлению является лучшим. И это говорит даже о том, что у нас крайне отсутствует. Допустим, в 2019 году у нас не было ни одного отмененного решения в суде. В прошлом году у нас 2 решения судом было отменено. Одно решение мы уже, кассация в этом году отменила решение первой и второй инстанции, это в нашу пользу, к сожалению, мы столько волокиты было. Опять же, это по медицинскому оборудованию было, чуть было не поставили нам в больницу медицинское оборудование 2 раза хуже, чем то, что нужно было заказчику. Благо кассация поставила в этом вопросе точку, Кассационный суд. А второе решение будет на днях, тоже мы надеемся, что кассация отменит решение первой и второй инстанции.
Я тоже надеюсь, правда, я не очень разбираюсь в том, что вы Мы- сейчас рассказали. Ну, дело в том, что я хотел все это подчеркнуть на профессионализм своих сотрудников и поблагодарить их еще раз за ту работу, которую они делают, являясь гражданами, да, этой республики, ради этой республики. Ну, я надеюсь, что... Ну, я уверена, что это прекрасные люди. Ну, успехов вам, удачи. Я надеюсь, что в Взаимно. 2021 году получится сделать еще больше, если пандемия выпустит нас из своих клещей. Еще раз успехов желаю. Спасибо, что пришли к нам сегодня, ответили на все вопросы. Я надеюсь, что информация нашим радиослушателям была, как всегда, полезна. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Для вас сегодня работала Милана Манкиева. Всего доброго, оставайтесь с нами. До новых встреч.